У нас, кстати, были ситуации похожие и в прошлом. Вот. Поэтому, в общем-то, мы всегда как-то выходили, находили общий язык, какие-то компромиссы находили. Бюджет надо абсолютно новый, там нужно четкие, на наш взгляд, структурные изменения, особенно в первую очередь в расходной части. Мы должны стремиться к снижению, да, финансовой помощи, становиться самодостаточными и экономически более независимыми. Но партнерство, рынок Российской Федерации – это то, куда нам нужно стремиться. С 1 сентября Россия приостановила социальные выплаты отдельным категориям бюджетников Абхазии. В этом списке учителя, врачи, работники культуры. Недостающую сумму правительство Абхазии намерено компенсировать из государственного бюджета за счет сокращения отдельных видов расходов. На этом фоне где брать дополнительные доходы? Где экономить? Где потуже придется затянуть пояса? И вообще, каким должен быть республиканский бюджет на 2025 год, обсудим с экспертами. Приостановка России софинансирования бюджетников Абхазии повлечет рост дефицита республиканского бюджета, потому как обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы правительство республики будет самостоятельно. Речь идет о сумме более 700 миллионов рублей. Ежемесячно это 141 миллион рублей. Эти расходы являются для нас приоритетными. Эти расходы являются по всей системе бюджета защищенными. Они формируют основную часть наших расходов, в том числе местных бюджетов. Естественно, мы будем обеспечивать их выплату в порядке, установленном бюджетным законодательством. Да, если мы такую тенденцию будем наблюдать и в следующем месяце, конечно, это будет сложно. Конечно, это будет тяжело, естественно, для бюджетной системы. Мы вынуждены будем, об этом тоже мы вчера на совещании, на встрече с премьер-министром говорили, мы вынуждены будем применить меры по защите бюджетной системы, в данном случае для обеспечения основных направлений расходов в социальном направлении. Будут сокращаться расходы, но безусловное выполнение этих социальных обязательств мы должны обеспечить. Это очень важный аспект, потому что именно они формируют, через выплаты формируют и доходную базу местных бюджетов, это суммы подоходного налога, это доходную базу бюджетов государственных, внебюджетных, всех фондов наших. Вот это отчисление в пенсионный фонд, фонд социального страхования, охраны труда, там, фонд репатриации, ну и другие фонды. Поэтому здесь, как и прежде, меры по обеспечению стабильности бюджетной системы будут применены при необходимости. У нас, кстати, были ситуации похожие и в прошлом. Вот. Поэтому, в общем-то, мы всегда как-то выходили, находили общий язык, какие-то компромиссы находили. Я уверен, что и сейчас в духе взаимной дружбы, солидарности и союзничества мы тоже найдем выход из этой ситуации. Конечно, соглашения надо выполнять, если они были на себя взяты, вот. Или не подписывать их, если ясно, что они не могут быть выполнены. Вот как-то здесь тоже нужен баланс между этими вещами. Я бы не назвал это санкциями, честно говоря. Это, мне кажется, поспешили некоторые наши политики назвать санкциями, потому что санкции все-таки это вещь, которая, ну, серьезное слово очень. Вот. Это просто вот временная некоторая заморозка до выяснения обстоятельств, до того, чтобы обе стороны пришли к каким-то компромиссам. Я думаю, что это в интересах обеих сторон прийти к компромиссу, вот, и в духе, опять же, сотрудничества и дружбы и союзничества Абхазии и нашего великого соседа. Данная ситуация вызывает безусловное беспокойство среди населения, но это не нечто неожиданное, потому что в любом случае в рамках действующих соглашений предусмотрены определенное снижение финансирования содействия в социально-экономическом развитии к 2025 году. И я уверена, что руководство страны, люди, непосредственно участвующие в этом процессе, они предпринимают определенные шаги в направлении
переориентации финансирования заработной платы бюджетников за счет собственных источников Республики Абхазия. Поэтому здесь, я думаю, можно сохранять определенную долю спокойствия и не паниковать, это что касается рядовых граждан. Все процессы, которые происходят в части финансирования Республики Абхазия, это договорные обязательства, то есть это все происходит в рамках соглашений, а соглашения и договоры, они предполагают наличие обязательств, которые нужно выполнять. Если в 2022 году доля российской финансовой помощи составляла 85%, то в 2025 году она составит 15%. Пришло время научиться зарабатывать самостоятельно. Насчет приостановки софинансирования я бы хотела отметить вначале два момента. Речь идет о государственной программе социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. Эта программа была принята в конце 2021 года. Она до сих пор не так известна ни общественности, ни специалистам, но в этой программе как раз расписано, что доля софинансирования российской финансовой помощи вот по этой статье будет сокращаться. В 2022 году доля Российской Федерации 85% занимала, в 2023 году 65%, в этом году, в 2024, 30%, а в 2025 году будет 15%. То есть первое, что я хочу обратить внимание, это процесс, который был запущен. Другое дело, конечно, что сейчас, вот в конце этого года, приостанавливается, до конца года, будем так думать. Второй аспект. Бюджет, наш анализ показывает, что он не сбалансированный, то есть он дефицитный. Причем дефицит бюджета республиканского вот на этот действующий год 1 миллиард 256 миллионов. И вот эти 700 миллионов, о которых говорит Кабинет министров сейчас, добавляются вот к этому дефициту, нагрузку. Если далее мы поставим вопрос, как же компенсировать до конца года вот эти обязательства, да, ведь речь идет о заработной плате именно работникам социальной сферы, образования, здравоохранения, культура, наука. Здесь, чтобы уточнить, к 2025 году мы должны выйти на уровень средней заработной платы Южного федерального округа. Вот речь о чем идет, повышение заработной платы. И если этот объем у нас составляет 700 миллионов, то перекрывается он перевыполнением доходной части или экономией, или снижением расходов, ну или, возможно, их сочетание. Наша практика, как вы знаете, фискальные наши органы часто вот в средствах массовой информации мы слышим, они отчитываются, что идет перевыполнение. То есть это вот дает такую надежду, что какую-то часть компенсируем за счет перевыполнения. И второе, к нам же должны поступить еще налоги, ожидаемые доходы, да? Так вот, 700 миллионов составляет 15% от ожидаемых. То есть по нашим данным, оценкам, это не совсем такая тяжелая ситуация, чтобы не смогли сэкономить, грубо скажем, вот эти 15%. Это вот 2024 года. Где брать дополнительные деньги? Нужны системные преобразования в экономике, говорят эксперты. В первую очередь необходимо переформатировать госбюджет на 2025 год, особенно его расходную часть. Нужно оптимизировать численность органов госуправления и сократить расходы на их содержание. Жить по средствам. Сложившуюся ситуацию, конечно, будем надеяться, что будет использовано в лучшую сторону, будут мобилизованы
и поменяется экономическая политика в плане, что бюджет надо абсолютно новый, там нужно четкие, на наш взгляд, структурные изменения, особенно в первую очередь в расходной части. Мы что наблюдаем? Что не меняется структура, это о чем говорит? Например, в 2019 году наши разделы и расходы не меняются, ну, названия, допустим, общегосударственные вопросы, так называются. Они в 2019 году занимали 27,7%, нет, извините, 20%. В 2023 году, то есть через 5 лет, они стали занимать на 1,5% больше. Есть такой раздел «Национальная экономика». 5 лет назад это было 27,7%, а сейчас в 2023 году стало 24%. Такие расходы, как национальная безопасность и правоохранительная деятельность, не меняются в пределах 17%. Расходы на весь социальный блок, социальные отрасли, да, в пределах 16%. А вот есть там раздел «Социальная политика», мизерная была, она и 5 лет назад там 3,9%, а теперь стало 2,5%. То есть что мы хотим сказать? Структурно не меняется. Вот пока именно структурные преобразования в самом бюджете. Вот что напрашивается. И здесь речь идет не о сокращении даже пока численности управленцев или штатные какие-то. Мы необходимо такие статьи расходов, как, скажем, содержание служебного транспорта, приобретение нового, допустим, командировочные расходы. Это аренда, когда государственные структуры находятся в частных помещениях и госбюджет оплачивает аренду. Здесь речь может идти о представительских расходах, которые мы в обществе, у нас общество маленькое, и даже без научного анализа наше общество это знает, мы видим, были какие у нас бывают корпоративы на Новый год и другие праздники. То есть вот это структурные изменения. Конечно, поэтапно нужно продумывать сокращение аппарата управления, именно управленцев. Далее по доходам платежи за пользование природными ресурсами. В 2023 году в республиканский бюджет поступило всего 28 миллионов, а было запланировано 108. 5 лет назад было поступление почти в 5 раз больше. То есть вот здесь наверняка есть у нас потенциал посмотреть. Далее есть такая статья «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности». Тоже поступление за 5 лет увеличилось всего там на 22 миллиона рублей. Вот как резервы, если мы начнем только говорить внутри, что сегодня можем сделать с бюджетом. Ну и многократное, я хочу подчеркнуть, многократное сокращение резервных фондов как президента, так и Кабинета министров. Это где-то в пределах 700 миллионов, допустим. Вот можно даже многократно, это почти в 10 раз даже можно сократить. То есть это не обязательно именно в такой последовательности, как мы. Это как примеры, что можно сделать уже сегодня на 2025 год. Что касается источников, то, безусловно, придется определенную нагрузку на бюджет Абхазии, в рамках бюджета Абхазии перераспределять нагрузку, возможно, оптимизировать какие-то статьи затрат. И, скорее всего, это исходя из определенного опыта, могу прокомментировать, это будут какие-то капитальные инвестиции, то есть капитальные вложения, это будут затраты менее защищенные, скажем так, чем заработная плата работников бюджетной сферы.
Ну, соответственно, можно где-то обойтись без ремонта зданий, сооружений каких-то, можно какой-то участок дороги не заасфальтировать, но заработную плату работникам бюджетной сферы, единственным источником существования которых она является, это защищенные статьи. После 2008 года была достаточно щедрая российская помощь Абхазии, и мы, конечно, очень благодарны России, поскольку детские сады, школы, дома культуры, дороги, ну и также другие вещи, как водопровод, канализация, все это было, конечно, восстановлено с помощью Российской Федерации, и это нельзя забывать, и нужно об этом всегда помнить и говорить об этом. Вот. Но есть тенденция как-то к этому привыкнуть, к этой помощи. Эта тенденция очень сильная, и не зря я слежу за благосферой российской. Вот упреки в издевенчестве, даже в паразитизме. Это неприятно слышать, но, с другой стороны, как-то, знаете, какая-то доля истины в этом все-таки есть. Вот. И я считаю, что само целеполагание экономики Абхазии должно быть изменено. Но ясно, что на каком-то периоде нужно, конечно, осваивать помощь, нужно как-то восстанавливать какие-то вещи. Но сейчас уже надо переходить от экономики осваивания помощи зарубежной к экономике производства. Надо строить собственную экономику, жизнеспособную. Сейчас не скажем самодостаточно, потому что нет экономики, которая самодостаточна. Все экономики связаны между собой. Мегадержава США зависит от Китая, Китай от США, все от кого-то зависят. Поэтому здесь невозможно достичь полной самодостаточности. Тем не менее, сделать ее жизнеспособной, это абсолютно возможно. Не опирающийся на импорт. У нас огромная доля импорта, экспорта намного меньше. Надо обязательно создать экономику производящую. Вот это наш путь, потому что путь, который мы избрали до сих пор, осваивающая помощь иностранную, это путь никуда, это тупиковый путь развития. Развития никого не будет абхазской экономики. Помимо разработки механизмов реформирования органов власти и управления, нужна детенизация экономики. Доля неучтенной теневой экономики в Абхазии составляет более 60%. По самым скромным подсчетам, до 2 миллиардов возможно поступление в бюджет, если легализовать половину ее объема, считают эксперты. Теневая экономика, ее объемы, масштабы в разной отрасли, они разные. Это энергетика, это торговля, строительство, это сфера услуг, туризм, туристические объекты. То есть, и, соответственно, нужны механизмы, как их вывести из тени, с тем, чтобы дополнительные доходы поступали в наш бюджет. По очень скромным подсчетам, до 2 миллиардов рублей возможно поступление доходов, если мы хотя бы половину объема смогли бы легализовать. Это, конечно, кропотливая работа. Ясно, что это за 2025 год невозможно такое запланировать. Здесь тоже речь идет о системном подходе. Это не значит, что сейчас надо объявить войну всем, кто занимается бизнесом. Да? И я имею в виду со стороны налоговых служб. Здесь речь идет о том, чтобы четко, прозрачно, чтобы бизнес понимал. И те, которые вели бизнес, но по каким-то причинам еще об этом не регулировали свои отношения с государством, да, легально, вот и они должны понимать. То есть сроки должны быть, и обязательно, если дальше, нужно обязательно давать сроки. Вот где же майнеры? Вот сколько лет мы уже говорим с этими майнерами. Ведь они до сих пор работают, до сих пор там их находят, они не легализованы. Теперь, конечно, это спорные вопросы, но в любом случае все должны понимать, если это будет легализовано, вам дается столько времени, нужно встать на учет налоговую, там, то есть о каких налогах идет речь и так далее. То есть поэтапно и прозрачный разговор с бизнесом нужен, потому что бизнес сегодня формирует, частный сектор в целом формирует сегодня наш бюджет. Почти на более чем 70% дается частным сектором.
пополняется наш бюджет. И поэтому сейчас очень многое будет зависеть от частного сектора, от предпринимателей в этих сложных ситуациях. Функционирование бизнеса, да, в рамках нерегулируемых процессов, оно в Абхазии достаточно высоко, скажем так. Ну, говоря простым языком, это теневая часть экономики, хотя более правильно было бы называть это нерегулируемой экономикой с точки зрения профессиональной терминологии. В данном контексте, конечно, процесс автоматизации, процесс цифровизации экономики и видов деятельности позволил бы вывести из тени определенную часть бизнеса, да, то есть как бы налоговое администрирование. Кстати, должна сказать, в этом направлении также предпринимаются шаги органами исполнительной власти, непосредственно регулирующими, да, процессы налогообложения и сбора налогов. Поэтому мы отмечаем увеличение собственных источников пополнения бюджета. Вот. В этом контексте также ведется определенная работа. Другое дело, что населению хотелось бы, чтобы это было быстрее и быстрее отразилось на качестве и уровне жизни, но есть определенные проблемы в этой части. У нас бизнес, конечно, работает очень хорошо, мелкие предприятия, средние предприятия, но все-таки очевидно, что очевидно массовое уклонение от налогов, уплаты налогов. Они скрываются, они как-то вот, что-то платится, естественно, но все-таки вот реальные доходы, они, значит, скрываются. Посмотрите на то, что происходит в Абхазии. Тысячи гастарбайтеров. Посмотрите, на какие машины здесь на улицах наших. Означает, что в стране есть деньги, крутятся большие деньги, но они все идут мимо бюджета. Вот самая главная задача сейчас, да, одна из главных задач, это выведение экономики из тени. Это можно сделать, и многие страны к этому пришли, и там все прекрасно функционирует. Что нужно сделать? Невысокие налоги, но стопроцентная оплата налогов, стопроцентная, и очень большие штрафы. Вот если будет это сочетание невысокие налоги, стопроцентное их администрирование и штрафы за неуплаты, тогда ситуация изменится. И мы будем иметь в бюджете 5-6 на оценку миллиардов рублей ежегодно. Только от того, что вот налоги, которые сейчас уходят мимо казны. Специалисты подчеркивают, экономику нужно планировать, определить конкретные цели, понимать, какие отрасли национальной экономики и какой бизнес нужно поддержать, куда направлять инвестиции. На приоритетный туризм и сельское хозяйство из госбюджета выделяется весьма скромная сумма, а это и есть те самые собственные резервы. Мы с вами должны понимать, какие отрасли поддерживать. Какой частный бизнес и инвестициям нужно давать преференции. Преференции, льготы всем – это непозволительная роскошь. Мы должны программно-целевым методом формировать бюджет, то есть цель, и мы должны знать, что для достижения этой цели нам нужно вот в этот сектор вложиться, поддержать. Допустим, сельское хозяйство, тот же туризм. Вот они же у нас считаются локомотивами, вы везде слышите, что они у нас в приоритете. Но если посмотреть республиканский бюджет, то на их развитие направлено в 2023 году только 122 миллиона. Это около 4% от всей суммы, которая была направлена на развитие национальной экономики. Конечно, вот такой подход финансирования, еще раз, с точки зрения вот той научной аналитической деятельности, я сейчас только об этом говорю, конечно, важно программно-целевой подход. Вот если цель, вот наш бюджет не один год, не в начале, в преамбуле или где-то, нигде не стояла цель. Помимо того, что налоговое администрирование улучшается,
люди более активно занимаются бизнесом. И это очевидно, да, нельзя этого не заметить. Другое дело, что люди нуждаются, наверное, в более существенных масштабах помощи. Я имею в виду предприимчивые, активные люди, которые в состоянии создать какой-то продукт и продавать его на рынке, да? Будь то туристические услуги, там, общественное питание, там, промышленное производство, ну, безусловно, в контексте того, каким ресурсным потенциалом Республика Абхазия располагает. Увеличение экспортного потенциала, опять-таки, за счет стимулирования предпринимательской активности населения, да, производства продукции сельского хозяйства, опять-таки, специфической, да, субтропических культур, использования в качестве сырья для каких-то товаров, которые могли быть интересны внешнему рынку. Безусловно, туристические услуги, они приобретают новые форматы, новые формы, и надо привлекать туристов в Республику Абхазия. Опять-таки, туризм – это очень рискованный с точки зрения получения доходов вид бизнеса, который в любой момент в силу каких-то политических обстоятельств, неопределенности может оставить нас наедине со своими проблемами. Да. Ну, это объективные обстоятельства, это ситуация, в которой мы развиваемся. Ну, к сожалению, мы здесь в определенной степени зависим от международной, от геополитической, да, геостратегической конъюнктуры, инфраструктуры. Туризм стал локомотивом экономики, что я считаю тоже немножко перекос. Все-таки нельзя опираться только на туризм. Это явление такое подвержено конъюнктуре и обстоятельствам. У нас была уже эпидемия, мы видели, что как это может, во что это может вылиться. И тем не менее, ведь мы же не обеспечиваем туристов собственной продукцией питания. Мы должны покупать это все в России, в Турции, в Грузии, и часть денег, часть доходов уходит за рубеж опять. То есть мы не получаем того, что мы должны были получать в полной мере. Поэтому развивать экономику туризма без продовольственной базы – это очень самонадеянно. Это просто терять деньги большие. И поэтому я считаю, что мне просто необходимо принять программу продовольственной безопасности Абхазии, и поэтапно ее реализовывать. Мы должны добиться стопроцентного насыщения рынка для граждан Абхазии и для туристов собственной продукции: огурцы, помидоры, картофель, кукуруза, овощи, фрукты должны быть местные у нас. У нас такая природа позволяет производить все, что угодно. Единственное, что нужно, конечно же, нужно помочь крестьянству. Признание России независимости Абхазии однозначно дало импульс для социально-экономического развития, говорят эксперты. При этом высокая дотационность бюджета сохраняется. И в ближайшем будущем без российской финансовой помощи мы не справимся, убеждены эксперты. До признания Республики Абхазия Российской Федерации мы тоже каким-то образом, республика существовала, и это был достаточно тяжелый период, это был период выживания. Не было таких возможностей, которыми мы стали располагать после признания. Не было такого количества туристов, бизнес только набирал обороты, экономика развивалась благодаря женскому населению, да, Республики Абхазия. То есть женщины вынесли на плечах экономику Абхазии, которая, помимо того, что мы переживали трансформационный период, да, то есть переход от плановой экономики к рыночной, разрыв хозяйственных связей в рамках одной большой страны. Это еще один существенный момент. То есть мы оказались наедине с собой. И это было сложно. Да, и возможности бюджета были ограничены. Помогать бизнесу, который становился на ноги, тоже не представлялось возможным. Поэтому это был достаточно сложный период, хотя своими силами на определенном этапе удалось достичь положительной динамики и положительного двигаться вперед. Но
после блокады, после снятия блокады и после признания темпы экономического развития, они значительно увеличились. Это важно подчеркнуть и важно отметить. Но ни одно государство в мире не развивалось без помощи. Это я еще раз подчеркиваю. И поэтому в данном контексте помощь Российской Федерации, это объективно, других помощников у нас нет, поэтому эту помощь нужно уважать, ценить в какой-то степени, но двигаться вперед. Сегодня в условиях глобальной экономики, кто бы как ни комментировал складывающуюся ситуацию, экономика по-прежнему остается глобальной, взаимозависимости, взаимосвязи стран, они никуда не деваются, они просто переформатируются, и происходит смещение в региональный контекст. Поэтому в том, что мы получаем на определенном этапе помощь Российской Федерации, это все нормально в рамках стратегического партнерства и сотрудничества. Учитывая, что Республика Абхазия это все-таки в нашей Конституции прописано, что это независимое государство, значит, мы должны рассчитывать и на себя в том числе, да, то есть мы не дотационный регион, мы должны перестать быть дотационным, да, регионом, или масштабы субсидий, они должны, безусловно, сокращаться, и если мы говорим о партнерстве, значит, мы должны укреплять свою экономику и в какой-то степени экономический суверенитет, да, поэтому Российская Федерация – это наш самый ближайший для нас рынок, да. То есть, если говорить о дотациях, о субсидиях, то здесь мы должны стремиться к снижению, да, финансовой помощи, и становиться самодостаточными и экономически более независимыми. Но партнерство, рынок Российской Федерации – это то, куда нам нужно стремиться и создавать такие продукты, которые будут конкурентоспособны на российском рынке. Кто-то называет финансовой иглой. Мы это называем финансовая такая подушка безопасности. Понимаете, у нас нет собственной валюты. Мы прошли сложный этап разрушений и последствий. Поэтому финансовая помощь, которая поступала в наш бюджет, это своего рода защита. Это восстановление разрушенных войной объектов социальной сферы и плюс поддержка бюджетников, я имею в виду по зарплате, по двум направлениям же это поступает. Эта финансовая помощь выполняла и выполняет очень большую нагрузку, это однозначно. Другое дело, что вот пошел процесс снижение доли софинансирования, как это и заложено в программе. И, наверное, в будущем мы хотим, а очень на это надеемся, что сможет экономика так выйти на такие параметры развития, чтобы самодостаточным был и бюджет. Пока мы остаемся дотационным. В 2024 году республиканский бюджет 48% это финансовая помощь и 52% это собственные доходы. Поэтому в одночасье мы с вами должны очень рационально к этому подходить, в одночасье заменить вот эти например, вот такую сумму, это где-то 5,5 миллиардов, это, конечно, будет сразу тяжело. Но если это запланировать, вот в качестве программы, да, поэтапно, на среднесрочную перспективу, то мы с вами также должны иметь программу развития экономики, конкретно реального сектора, и инвестиционную программу должны иметь. И с расчетами только так озвучивать, что у нас есть такие цели. Пока сейчас в информационное поле вбрасывать, да, что мы можем обойтись полностью без российской помощи, или что Россия прекратит финансирование, допустим, силовым структурам. Наверное, это преждевременно, и нам это не следует, на мой взгляд, так говорить. В этом году
в этом году речь идет только вот о доплат к бюджетникам. Со следующего года у нас же есть время и очень большая надежда, что все те обязательства, которые были взяты, которые возникли во взаимоотношении между Россией и Абхазией, они будут сняты тоже поэтапно. Тоже мы понимаем, что за один день и за одну неделю наверняка сложно будет их снять, но до Нового года нужно разделить какие-то еще сложные вопросы. Некоторые можно сразу исправить, выполнить эти обязательства. А некоторые, конечно, надо на экспертной основе проводить дальше работы, переговоры и наладить эти отношения. Прозрачность и открытость при принятии государственных решений может снять многие проблемные вопросы, убеждена Хатуна Шатепа. В качестве примера, в Центре социально-экономических исследований узнали недавно, что соглашение между Абхазией и Россией, касающееся исполнения судебных и арбитражных решений по экономическим делам, президент России Владимир Путин подписал еще год назад. Как известно, документ находится на рассмотрении абхазского парламента. Должно быть больше информации и предварительного экспертного обсуждения важнейших вопросов повестки дня, говорит Хатуна Шатепа. Как экономически сейчас переформатироваться, в каких отраслях, в каких аспектах, что сейчас в приоритете и как сформировать бюджет. Вот это, конечно, тема и отдельной, может быть, и рабочей группы. Я уверена, что сейчас специалисты исполнительной власти работают. Но тут вот из-за того, что наше общество поделено, к сожалению, так получилось в нашей новейшей этой истории, что у нас идет сильное деление и низкое доверие имеет место быть. Вроде мы выбираем с точки зрения права легально, да, то есть они легитимные, но потом получаем тот формат, когда оппозиция начинает, значит, оппозиция, и не только одна оппозиция, скажем, просто люди, которые политическими этими не поддерживают те или иные начинания. Вот чтобы это исключить, вот здесь может есть смысл, правда, сообща, очень прозрачно, вот тот случай, допустим, с программой. Вот эта программа, вы не представляете, сколько чиновников лично к нам в наш центр обращается. Это не студенты, аспиранты, это отдельная сторона. Чиновники из районов, и здесь, в центральном аппарате, где, вот вы сказали про программу, где можно эту программу ознакомиться. Вот этот момент, вот когда нет широкого обсуждения, общественность должна быть ознакомлена. Вот многие вопросы у нас сталкиваются, вот, и нет решения, потому что нет своевременной информированности. Например, если мы возьмем даже тот документ о взаимном признании решений арбитражных судов там, по экономическим вопросам. Очень мало было информации, и обычное наше население, в том числе и я лично, как гражданин Республики Абхазия, не информирована. Нету и профилактической работы впредь, чтобы наше население не попадалось в такую ситуацию. Никто не разъяснил, о каких решениях идет речь. Вот наверняка какие-то, скажем, банковские кредиты, допустим, наши люди взяли и вовремя не отдали. Может, наверняка есть такой список. Есть, наверное, какие-то таможенные пошлины, может, мы задолжали. Может, проблемы с совместным ведением бизнеса. Да? Мы не защитили, может, права инвесторов. То есть их же надо дифференцировать, их же надо объяснять, особенно молодым нашим людям, чтобы впредь, чтобы вот они знали, что у нас есть такие соглашения на уровне государства. Вот это соглашение, которое я сейчас озвучила, оно подписано на уровне Министерства юстиции, потом ратифицировано Думой, Советом Федерации 15 марта 2023 года. Через 3 дня, 18 марта 2023 года, этот документ подписал Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Но об этом мы сами тоже узнали вот сейчас, потому что
в связи с этой ситуацией мы стали вникать подробно, на какой стадии, где застряли документы. И получается, что такой документ, я, конечно, не юрист, но уже подписанный документ не ратифицирован нашим парламентом. С началом СВО на Украине грузинские власти умело маневрируют в новых геополитических реалиях, выбрали нейтралитет, не открыли так называемый второй фронт и извлекают прибыль из западных санкций против России. Но что ожидать Абхазии от потепления отношений между Россией и Грузией, и что стоит за предвыборной риторикой грузинской мечты? С точки зрения интересов Грузии самой, да, впервые за многие годы, десятилетия, можно сказать, грузинское руководство очень разумно себя ведет. Очень разумно идет, очень рационально, я бы сказал. То есть меньше эмоций, а больше прагматизма. Это касается отношений с Российской Федерацией также. Вы знаете, целый ряд вещей, которые, в принципе, были с точки зрения российских интересов, были конструктивны. То есть не был введен визовый режим, принимали людей, которые приезжали в Россию, в Грузию, большой туризм. Вот. То есть для Грузии, да, это, я считаю, что верно выбранная позиция с точки зрения интересов Грузии. Вот. Насколько это вредит, насколько нам это опасно для нас это. Но, понимаете, мы маленькое государство, и мы должны всегда думать о каких-то рисках, которые существуют. Мы подвергались таким жутким опасностям, естественно, и катастрофам в прошлом и недавнем прошлом. Мы не можем на это смотреть, конечно, так спустя рукава, так благодушно. Вот. Но я не думаю, что нужно очень по этому поводу беспокоиться пока, поскольку просто идет, мне кажется, нормальный процесс конструктивных отношений между государствами, в которых нет никаких пока сейчас разорванных дипломатических отношений. Это первое. Второе, о том, что насчет выборов этих, я думаю, что грузинская мечта все-таки достаточно сильно стоит на ногах. Вот. И хотя, конечно, есть и проблемы, были большие демонстрации по поводу различных законопроектов, которые были приняты, и тем не менее им удалось их принять, вопреки огромным, совершенно гигантским демонстрациям. То есть это означает, что у них все-таки сила есть внутренняя, у них есть поддержка части народа, и вот у меня такое ощущение, что они, скорее всего, останутся у власти. Но, понимаете, их противники, да, это все-таки экстремисты. Это люди, которые близки к Саакашвили, которые считают, что только военным путем можно Абхазию заполучить обратно, и Абхазию, и Южную Осетию. То есть, в общем-то, нам более выгоден конструктивный оппонент, чем предсказуемое государство, которое точит зубы, вернуться в Абхазию военным путем и оккупировать и так далее. Для России Кавказ, Южный Кавказ очень важен. Это и с Азербайджаном отношения очень хорошие. С Арменией сейчас они не блестящие, прямо скажем, да. Вот. Но это Россия не только великая держава, но она еще и региональная держава. Естественно, у нее желание, отношения со всеми участниками этого региона взаимодействовать и взаимодействовать конструктивно. Поэтому я лично сейчас пока не вижу никакой опасности, каких-то изменений. Даже на фоне этих таких напряженных отношений сейчас, мне кажется, что это вопрос временный, почти уверен в этом. И мы доказали свою верность нашей дружбе, сотрудничеству, союзничеству на многих площадках, во многих областях. И поэтому я думаю, что нас упрекать по большому счету нечем, как друзей и союзников. Поэтому я лично не вижу большой опасности на этом этапе. Все меняется, естественно, и поэтому сейчас трудно загадать, что будет дальше. Но сейчас пока я такой большой опасности не вижу. Стимулировать отечественного производителя, усилить контроль за хозяйствующими субъектами, сделать работу фискальных органов более эффективно и, конечно, жить по средствам. На фоне сокращения российской финансовой помощи решение всех этих вопросов лишь укрепит экономический суверенитет нашей страны.